Низеля, здравствуйте. Маргарита, здравствуйте. Рената, здравствуйте. Сейчас подождем, кто к нам присоединится. Пишите, кто уже присоединился, вообще когда-то занимался уже башкирскими танцами или нет. Потому что такой урока онлайн, когда мы друг друга не знаем, я не знаю степень вашей подготовки. Маргарита, да, я поняла. Напишите, кто же из вас занимался танцами, а кто прям совсем с нуля. Лена, здравствуй. Какие движения нам сегодня понадобятся? Так, Венера, здравствуй, Рита, здравствуй, Алина. Прям много новичков, кто первый раз. Хорошо, хорошо. Не занималась. Так, тогда я урок выстрою таким образом. Во-первых, к флешмобу мы пришли совершенно случайно, то есть буквально позавчера прямой эфир сделали, и во время эфира пришла такая идея. Так как у всех сейчас появилось свободное время, и есть желание, чтобы мы все-таки хотя бы пару-тройку красивых башкирских движений учили, так, поняла, что в детстве, мы тогда не будем делать цельный танец, чтобы я вас не путала, потому что 3 урока, да еще и онлайн, когда мы друг друга не знаем, это, конечно, будет сложно. Поэтому я буду давать маленькие движения и соединять их в связки. Вернее, я буду давать движения, и по возможности мы будем соединять их в маленькую связку. Всех сегодня попрошу, вы мне, пожалуйста, в личные сообщения, то есть найдите, добавьте меня в друзья, Эльвира Валеева. Только я вас очень прошу, когда будете добавлять меня в друзья, сразу пишите в сообщение, да, то есть уралын, то есть очень башкирский танец. Потому что у меня там, ну, не всех я добавляю в друзья, у меня там и так 400 друзей, которые просто висят. Вот, чтобы я сразу понимала, что мы с вами по теме, и нам нужно буквально за 2 недели делать интересный флешмоб. Хорошо. Ну, давайте мы начнем, все остальные уже, если что, посмотрим. Я занимаюсь на данный момент восточными танцами, также при башкирских и татарских танцев, и причем занималась я этим очень давно. 15 лет я проработала в народном коллективе ансамбле «Айгуль». Уже 15 лет существует собственная школа танцев «Эль-Данс». Многие ее знают как «Эль-Сияр». И я так же, как и вы, очень соскучилась по башкирским танцам. И хочу, чтобы мы сегодня с вами прям потанцевали. Мы разомнемся для начала. Так, поставлю трек. Если будет реклама, не обессудьте. Так, Гульнара, привет. Сейчас я разбираюсь с техникой. Напишите по громкости музыку, хорошо вам? Жду вашего ответа. Нужно ли громче? Все, хорошо. Все, Маргарита. Готовы? Встанем. Так, чтобы вы меня видели, я чуть-чуть подальше. Мы начнем разогрев со стоп. Ножки вместе, носочки вместе, пятки вместе. Ручки, пальцы тоже все вместе держим. Большой палец. И просто взяли пока на талию, обхватили себя. То есть делаем пока в разогреве таким образом. И релеве. Раз. Встали высокие полупальцы, пяточки вместе. Стоим. И пошли. Раз. Встали. Встать. Встать. Раз.
2. И остались на полупальчиках, стоим. На высоких полупальцах стоим. Опустились. Еще разочек повторим. Вы должны были сейчас почувствовать работу своих икроножных мышц. Я встану поближе. Теперь по поводу корпуса. Грудная клетка наверху. Живот у нас втянут. Ручки крепкие. Готовы? Еще разочек. И высокие. Раз, полупальцы. Встать. 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 Еще раза. Встали. Встали. Парочку раз. Все. И остались. То есть здесь нам нужно было запомнить, да, что пяточки вместе. Икроножные мышцы максимально сокращены. Держим. Носочки вместе. Опустились. Хорошо. Дальше. Нам нужно сегодня понимание натянутого носочка. Он нам понадобится для переменного шага. Башкирский переменный шаг, основной шаг. То есть носочек максимально натянутый. И я сейчас вам без музыки. Без музыки объясню. Значит, смотрите, что такое натянутый носочек и для чего нам понадобится. То есть мы будем с вами башкирский основной шаг, переменный. И нам нужно будет ножку ставить на низ, на высокие полупальцы. Так, хорошо. Еще разочек к вашему вопросу. То есть есть высокие полупальцы, это вы максимально на носочках. То есть, как правило, коленки максимально втянуты, ягодички тоже максимально втянуты. Пресс, нижний пресс мы держим. Хорошо. Теперь есть также средние полупальцы, значит, немножко нужно пяточки опустить. Низкие полупальцы. Вот для разных движений будет разное положение стоп использоваться. Теперь, что такое натянутый носочек? Как его правильно натянуть? Ставим ножку перед собой. Встану пока лицом к вам. Обратите внимание. То есть, получается, тазовые косточки у вас должны быть на месте. То есть, я всегда говорю ощущение квадрата. То есть, вот у нас получается здесь окончание, да, вот, то есть, вот таз, можете себя прям подать, вот, да, и плечи. Вот здесь у нас практически прямоугольник должен сохраниться. Когда мы сейчас будем ногу с вами вперед выносить, то есть надо, чтобы у нас никуда бедро не уезжало, то есть косточка должна быть на месте. То есть мы все время, то есть башкирский лирический танец, башкирский быстрый, мы должны корпус нести наверху. Для этого у нас плечи опущены. Следим за своими ощущениями. Девочки, мы сейчас не смотрим, да, мы делаем движение и ловим ощущения. То есть плечи тянем максимально вниз, шея натягивается наверх, и мы тянемся темечком. Темечком вверх. Хорошо, грудная клетка наверху. Все, отлично. Теперь носочек наш натянули. И обращаю ваше внимание, пяточка работающей ноги, то есть ту, которую вы натянули, должна смотреть немного вверх. Немножко. То есть вы совсем ее в потолок, конечно, не повернете. То есть вы, потому что это мне нужно вас вживую посмотреть, какая выворотность. Но тем не менее, то есть пятка не вниз смотрит вот так вот, не косово, ножка наверх. Все, и другую ножку попробуйте. Для первого раза нам самого этого понимания будет достаточно. Все, то есть нам нужно, чтобы наш прямоугольник, то есть плечи, тазовые кости были на месте. Мы ножку вывели вперед. Бедро у нас никуда не разъезжается. Бедро на месте. Все, отлично. Отлично, запомните это положение. Для домашних условий это самое то, потому что площадка не позволяет сделать широкий шаг. Да, то есть поэтому мы будем пока использовать положение. Еще один момент. Нам понадобится для основного шага счет 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Хорошо. Мы сейчас с вами. Так, пяточки. Так, все, Лена поняла. Сейчас минутку попробую. Так. Удобно или неудобно? Хорошо? Я вот так попробую.
Сейчас, девчоночки. Лучше стало или так же, девочки? Видно сейчас носочек? То есть тоже мне скажите, в какой позиции мне лучше танцевать. Вот так вот сейчас видно, потому что мне комфортнее, когда я себя вижу. Пяточку мою сейчас видно или нет? Пишите. Так, все. Все, Лена, спасибо. Все, Маргарита, отлично. Все, хорошо. Тоже берем пока стандартные ручки, то есть это не совсем башкирское положение рук, пока мы только чувствуем себя, то есть вместе. То есть мы на данный момент учим пальчики держать вместе. Ни в коем разе никуда ничего не растопыриваем. Пам. Все, то есть почувствуйте свои мышцы, да, то есть подтянутые, красивые. И про локоточки тоже пока молчу, сначала с ногами разберемся. Все, встаем на высокие полупальцы. Запоминаем, что такое носочек. И как только делаем первый шаг, нам тело нужно перенести. Раз. Мы сделали шаг, и вес тела перенесли. Отлично, чуть-чуть встану подальше, буду сейчас шагать на вас. Раз, два, три. Раз, два, три. И небольшая пауза. Вес тела сейчас остался на правой ноге. И с левой ножки пошли. Раз, два, три. Вес тела остался на левой ноге. Еще разочек. Отойду подальше, то есть 4 раза мы с вами попробуем. Приготовились. И раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, хорошо. Теперь я пойду по кругу, с этими же руками, а дальше покажу, как все-таки мы на самом деле ручки будем держать. То есть исходное положение у меня правая ножка перед собой. То есть это третья позиция, если мы будем проговаривать по народной хореографии. Да, третья. Классическую хореографию сегодня не берем, поэтому ножки у нас в свободном положении. То есть мы не выворачиваем их сильно. Да, свободное положение, но тем не менее у меня правая ножка занимает позицию половину левой ноги. Половиночку. То есть я как бы ее делю. Все, из этого положения мы пошли. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Напишите, у всех ли получается? И тогда попробуем на музыку. Нам нужно, чтобы наш основной шаг, потому что на него мы будем накладывать руки. Потому что башкирский женский танец – это, конечно же, танец рук. Пробуйте. Я пока музыку поставлю. Мы начнем с медленного темпа. Так. Все, хорошо, Лиза. Элиза. Так, Минзаля, не очень. Ладно, я сейчас возьму медленный темп. Сейчас реклама как раз немножко пройдет. Оставайтесь дома и позаботьтесь о здоровье. Сейчас пока музыка настраивается, еще раз подсчет. Правая ножки Минзаля. И раз, два, три. Вес тела перенесли на правую ножку. Раз, два, три. Вес тела перенесли на левую ножку. Раз, два, три на правой ноге. Раз, два, три на левой. Все отлично, Маргарита. Лена. Сейчас будет жара. Все, поехали. И раз, два, три. Раз, два. Смотрите, сейчас с вами то же самое. Сделаем основной шаг и вариант. Смотрите, я просчитаю музыку. Раз, два, три, ра-та-та-та-ра-та-та-там, па-па-па. Но я не буду каждый раз считать вам. То есть я только настрою вас на счет, а дальше вам нужно прислушаться к музыке. Также все треки напишите мне в личку, либо закрытый чат потом сделаем, либо просто в личку скину. Но музыка вся довольно-таки известная, то, что я сегодня подобрала. Давайте.
Хорошо, раз получилось, давайте мы разберем теперь башкирское положение рук. Как правило, то есть вот так вот, таким образом не танцуют. Нам нужно было сегодня почувствовать просто наш корпус. Красиво, да, то есть чтобы женский танец красивый, статный получился. Положение корпуса, то есть вот смотрите, грудная клетка, то есть у нас не прямо, да, мы немного грудной клеточкой тянемся по диагонали вверх, вот так вот, вот это положение нужно запомнить. То есть не прямо, да, и не просто вверх, а именно туда, в диагонали, то есть ощущение полета, пам. Здесь мы максимально держим свой верхний пресс, держим ребра, и вот наши ребрышки тянутся, девочки, вниз, вниз, да, то есть как будто мы раз, все это все заправили в себя, все, и здесь все у нас поджато, то есть все. Отлично, теперь положение ручек. Разберем сегодня положение рук, когда вы просто их сложили, как два крыла, да, вот сюда. Ваши ладони должны быть, если мы разберем вот боковую нашу часть, то есть не точно сбоку по центру, а немного, так, хотел сказать сейчас, не по центру, немного назад, сзади, да, пам. То есть вот вы сложили два крыла, но обратите внимание, что с вашим локоточком. Ваш локоть не прямой вот так вот, да, хоп, за счет того, что грудную клетку тянете вверх, локоть немного тянется назад, пам. Теперь указательный палец, обращаю ваше внимание, вы можете указательным пальцем немножко себя поддерживать. Ручки немного назад, получается, пальчики смотрят, да? Либо средним пальчиком касаемся, все, и ладошки смотрят просто на вас, пам. То есть не вот так вот, да, а к себе. Вот, мне больше всего нравится положение, немножко ладошечку видно, то есть вот если вы пойдете, то есть вот ваши крылышки сложены. Давайте попробуем с этого положения. 4 раза подсчет, и я еще два положения покажу, и потом будем их накладывать. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Видите, да, ощущение крыльев должно быть. Причем плечи, девочки, не поднимать, шею не напрягать, то есть вы статные и красивые, пам. Это вариант первое положение рук. Обязательно в записи потом посмотрите, да, и разберитесь. Следующее возьмем. Тоже классическое положение рук. Вот наше запястье, наша талия. Чуть-чуть, то есть если талия у вас чуть ниже талии, не совсем в талии, можно чуть пониже, но не на бедрах держать, то есть не здесь. То есть вот наша талия. Запястьями в ямочку, которая у нас есть, мы поставили пам. Пальчики вместе, все, и вот сюда как бы раз зацепили, когда такое ощущение, что вы просто в пазл у вас раз сошелся. Пальцы не растопыриваем, то есть вот это некрасивое положение, неестественное, да, пам, мы держим вместе. Теперь обращаю внимание, то есть смотрел много коллективов, да, но мы все стремимся, да, к нашему любимому, допустим, госансамблю, да, положение. Обратите внимание, плечики, лопаточки должны быть внизу, они у вас не торчат. Потому что много любительских коллективов, я смотрю, что не поставлен именно корпус. Вниз, и локоточек смотрит не точно в сторону, а немного вперед. Пам, пам. То есть вот оно положение, и тогда опять же будет ощущение дотянутой. Вот я со всех ракурсов ставлю, посмотрите. Пам, вот оно положение. Все, приготовились. Но не забываем, все-таки мы с вами любительский коллектив, и первый раз сегодня занимаемся. Мне нужно, чтобы вы сделали это максимально естественно, с сознанием и вот внутренним ощущением вот этого башкирского лирического женского танца. Чтобы у нас прям сказка получилась через 3 занятия. Пам, и раз, два, три, корпус чуть-чуть впереди меня. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Так, иногда раз, видите, пальцы раз расходятся, то есть вы сами их контролируете, пам, и собираете. Еще одно положение разберем, и на музыку очень много походим. Значит, возьмем одну ручку, мы оставим на талии, а второй ручкой, да, на уровне глаз, то есть немножечко как будто вы прикрываетесь. Так, значит, плечо вниз,
не завышаем, да, должно быть видно нашу шею. Положение локоточка не висит, то есть мы его держим. Чуть позже, либо на оффлайн занятия, либо, если здесь останется время, то есть я расскажу про классические позиции рук, и вам сразу будет понятно. Если кого заинтересовало, просто наберите тоже в интернете классическое положение рук. То есть здесь исходная из первой позиции, да, то есть когда локоточек смотрит в сторону, вы просто подвернули кисточку, запястье, все, и закрылись. Пам! Вот оно такое положение, пам! Очень часто мы встречаем, да, когда смотрим танцы. И у нас получается раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Такое ощущение, что мы спрятались, да, то есть мы стесняемся, да, пам. Вот это положение, то есть, ну, конечно же, взгляд поприкрыт, немного опущенный. Давайте с музыкой попробуем. Так, иногда пропадает картинка. Ну да, здесь уже не от меня зависит. Все, пойдемте, девочки. 3 положения используем, все это основной шаг. Первое положение ручки на талии. Поехали. И раз, два, три. 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 Хорошо, второе положение. Второй, с опущенными ручками пройдемся с вами. Поехали. И раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Так, хорошо. И еще третье положение. Ручки взяли. Тот же самый основной шаг, тройной. Отвернулись от своей ручки, отвернулись. И раз, два, три. 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 Так, хорошо. Значит, выучить основной шаг. Его тоже можно будет использовать потом в ваших связочках. Дальше пошли. Одно из самых, не то что даже не популярных, я, наверное, тоже относится к категории основных движений, без которого вообще башкирский танец не обходится, это однозначно, это башкирская дробь. Трилистник еще ее называют. Так, начинаем с правой ноги. С правой ноги. Ножку вы поднимаете немножко до уровня щиколотки, выше не надо, и стопа сокращенная. Значит, смотрите, понимание, что значит стопа натянутая. То есть на руках, сначала объясню, натянутая – это когда вы тянете носок, сокращенная – это вы когда сокращаете. Теперь покажу на ножках. То есть данное положение – это натянутое, то есть я натянула, здесь сила. Здесь я натянула, видите, то есть у меня носочек смотрит вниз. Я говорю, что на уровне щиколотки, но носочек в данном случае натянутый. Итак, то есть я на уровень щиколотки поставила пяточку и стопу сократила. Вот, то есть нам в башкирской дроби положение сокращенной стопы понадобится. Далее. Дальше мы сделаем удар пяточкой. Пам. И пам. И пам. Да, я знаю, что в домашних условиях не у всех, конечно же, есть либо туфли, либо сапоги. Кстати, если вдруг у кого-то дома есть костюмы, то есть желательно, чтобы во флешмобе вы участвовали, конечно, и в обуви, и в костюмах, либо брали какие-то элементы. То есть тогда будет гораздо интереснее. Так, теперь смотрите, так как вы, если без туфель и без сапожек, то вы делаете удар точно пяточкой, но сильно, пожалуйста, не стучите. То есть вообще нужен удар. Так, вот так сейчас пока сделаю. Вот, слышно? То есть нам понадобится звук. Триолька, пяточка, вся стопа и левой ножкой полный звук. Встану лицом. Так, минутку. Сделаем еще. Вот так, наверное, будет удобнее. Вот так. Смотрите, еще разочек.
сокращенная стопа правой ноги, сокращенная стопа правой ноги, удар пяткой, пам. Дальше оставшая часть стопы шлепает носком, пам, а левая ножка оторвалась в сокращенную позицию и пам, поставили всей стопой левой. Еще разочек, правую сократили наверх и пятка, носок, во время того, как носок опустился, поднялась левая ножка, пам. Теперь делаем это побыстрее, слитно. Трак. Пробуйте. Так. Угу. Все, приготовились. Еще раз. И трак. Триоль. Угу. То есть это первая часть башкирской дроби, называется триоль, трак. И дальше добавляется два простых удара. Раз, два, всей стопой. Еще раз, триоль и два удара. И еще раз. И. Так, отлично. Все хорошо. Девочки, напишите, пожалуйста, понятна ли башкирская дробь, нужно ли бы мне поменять как-то ракурс, чтобы вам было удобнее посмотреть? Или все понятно, можем уже приступить, сделаем это с музыкой. Так, у нас полчаса уже прошло, нам нужно, чтобы я вам связочку еще дала. Девочки, обратная связь мне нужна, все ли понятно? Лена, да, мы сохраним. Все, девочки, хорошо. Попробуем с музыкой тогда. Также возьмем пока медленный темп. Отлично. То есть, смотрите, вот они два основных движения. Вы должны их уже знать к четвергу на 100%, потому что именно на них будут складываться какие-то связочки. Так, еще одно движение я вам покажу. Так, башкирскую дробь мы сделали, переменный ход мы сделали. Переменный ход с кудепье. Так сильно не топайте. Так, смотрите. Кудепье, положение. Вот как раз таки на кудепье, это французский термин, мы используем ножку на уровне щиколотки, но как раз таки носочек натянутый. Натянутый, вот в таком положении. Все, и мы с вами делаем раз, два, три, и ножку на полупальчик, на кудепье. И раз, два, три. Раз, два, три. Угу. Там еще чуть подальше. И раз, два, там. Раз, два, там ножку. Раз, два, там ножку. Раз, два, там. Угу. Все, отлично. Попробуем вот так вот. Угу. И раз и два носочек. Раз и два носочек. Раз и два, три и четыре. Все, хорошо. Так, все, отлично. Так, попробуем. Еще такой элемент. Кстати, мы с музыкой его не сделали. Сейчас сделаем проходку с кудепье с музыкой и попробуем
наложить движение. Мы наложим вот такое движение, девочки, ручки. Вот так вот сбоку показываю положение, чтобы было понятно. То есть локоточком слегка касаемся, можно не касаться, да, то есть вот так вот прям не ставим, да, то есть вот это положение мы ставим. Аккуратно. И раз, два. И раз, два. Обращаю внимание, как будет работать ваша кисть. Вот сильно крутить практически не нужно. И все слитно. Пальцы до конца растопыривать не нужно. Да, то есть аккуратно. Раз и два. И раз. То есть вот таких вот движений делать не надо. То есть ни к Испании мы никуда не переходим. То есть ничего не открывается у нас. И раз аккуратно. Два, три, четыре. И вот сделаем. Раз, два, и три, четыре, и раз, два. Как у меня меняются ручки? То есть я одну кладу вниз, и та рука, которая была внизу, она, видите, из-под руки появляется. Рак, так. Угу. Еще раз. Раз, два, и 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 раз, два. И те, кто заметил, то есть что-то происходит с моим корпусом, то есть я реагирую на свое движение, да, то есть я к нему подаюсь, к своей ручке. Раз, два, я подалась к своей руке, и теперь я к этой, так, и раз, два, и три, четыре. У вас нижние пальчики могут также щелкать и верхние, да? Пам, пам. Именно для этого я говорила, что сильно не кладем, чтобы вам было удобно, да? Сделать вот этот поворот запястьем, да, и щелкнуть. Щелчки вы тоже нарабатываете как бы сами, то есть вот мои пальчики. То есть я начинаю с безымянного до среднего, просто пам, пам. То есть на этом я сильно заострять не буду. То есть наработайте пам, пам. Щелчки можно делать к себе, и можно делать от себя, от себя, от себя. Ну давайте. Мы сейчас с вами делаем шаг с кудепье. Раз, два, три. И ножка уходит в кудепье. И добавляем вот это положение. И раз, два, три. И раз, два, три. И раз, два, три. И раз, два, три. И. Попробуем с музыкой такую красоту. Так. Ставим трек. Потянулись? Поехали. И раз. Там ножка. Там. Там. Хорошо. Еще разочек. То есть ножечку. И раз, два, носочек. Раз, два, носочек. Раз, два, носочек. Так, хорошо. Месяц сидеть дома. Гречка закончилась. Вау, жир реклама. на боках. И в квартире кавардак. Пошла тут реклама. Так, хорошо. Далее. Далее. Есть такой элемент, который вы тоже можете использовать, когда будете делать свою мини-связку. Значит, вышивание, да. Очень часто в башкирском танце используется вот такой способ, да. То есть мы вышивали, да. Вы, ощущение, да, вы берете иголочку большим указательным пальцем. Здесь мы имитируем, да, чтобы взяли платок, да, вот, накинули его на себя, и один стежок, второй стежок, третий, и мягонько, хоп, 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 повели иголочку, и снова один стежок, второй стежок, третий, и повели, и получается раз, два, три, рака-та-ка-та. Раз, два, три, и повели.
Значит, зачем нужно обратить внимание здесь? То есть вы должны, все-таки это получается ручная работа, да, мы показываем элемент вышивания, как мы вышиваем, поэтому наши глаза обязательно наблюдают за своими руками. То есть такого не может быть, да, что вы делаете это движение, да, сами там улыбаетесь зрителю где-то там. То есть мы как раз-таки показываем элемент домашней женской работы, поэтому мы все здесь. Раз, два, а если вы еще будете напевать, это будет прям совсем хорошо. Тарарарам. Раз, два, три, ракатам. То есть очень такой живой элемент в танце. То есть когда связочки делаете, можете его использовать. И на что еще обратите внимание? Тоже. То есть мы не гладимся, да, мы протыкаем иголочкой, да, наш платочек, нашу ткань, поэтому аккуратно, то есть очень ювелирно сработаете. Раз, стежочек, два, три, и мягко-мягко повели. Пам! То есть поработайте, пожалуйста, своей рукой этой. Там поведите и подчеркните подбородочком. Пам! И получается раз, и два, и три, ракатам. Раз, и два, три, и повели. Угу. Хорошо. Вот это положение для тех, кто вдруг за наши 3 занятия что-то не успеет, либо не усвоит. То есть вы можете как бы взять из этих движений, да, из положения сидя, да, тоже использовать. Да? И потом мы встряхнули платок, пам, и всем показали. А потом также к камере подошли, да, и там элементы, либо ваш платок возьмут. То есть это все мы уже сделаем, после как вы отправите мне домашнее задание, мы будем уже сочинять, как нам сделать, чтобы это было прям круто-круто. Давайте просто такой моментик, да, платок. Раз, два, три. Здесь, пожалуйста, пойте. Я очень плохо. Я все понимаю, но спеть вам не смогу. Ну, может быть, время научит. И запою еще. И раз, и два, три, и четыре. Раз, и два, три, и четыре. Вот мы взяли платочек, мы его встряхнули. Пам! Можно полюбоваться. И далее к телефону вы его к камере подведете, перекроетесь, и уже будет следующий учиться. Вот такой элемент мы сделали. Пойдем дальше. Так, вышивание разобрали. Движение пяточки, подбивочка. Так, хорошо. Вот еще такое движение возьмем. Смотрите, мы стоим с вами на полупальчиках. Пам! Ножки отодвигаем, и когда мы сдвигаем, то пяточки у нас смыкаются. Как бы такой щелчок нужно сделать. Раз, два, три, четыре. Встану сюда. Роза, я забыла с тобой поздороваться. Здравствуй. Привет всей твоей семье. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. То же самое можно, если позволит координация, сделать с левой. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь, какие ручки можно использовать? Да, можно использовать те же щелчки, но руки мы будем держать уже в сторонах. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Либо можно такую мелкую вибрацию. Трак, 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 трак. Подальше отойду, чтобы было видно. Угу. Опять же, не забываем, мы будем с вами все учиться работать на камеру. Каждая из вас должна посмотреться очень эстетично, либо каждый. Кстати, тоже потом напишите, если хотят принять участие в флешмобе, то есть ваши сыновья, отцы, братья. То есть, если понадобится пару мужских движений, либо мы кого-то привлечем, либо просто я также на следующий урок буду знать, что мне нужно пару-тройку мужских движений тоже сделать. Ну и самое главное, что будет расти творческий процесс, чтобы мы понимали, что нам еще понадобится. Смотрите, готовы. И раз, и два, и три, и четыре. Так, так, так. Можно завершить, да, дробью. Да, и ручки убрала уже в другое положение наверх. Так, так, так. Либо просто оставила здесь и сделала так, так, так. И пошла в другую диагональ.
Раз, и два, и три, и четыре. И с левой. Трак, так, так. С левой тоже треуголька. Трак, так, так. Когда будете изучать элементы, если видите, что с левой ножки еще недостаточно получается, то есть старайтесь отправлять при домашнем задании комбинацию с правой ноги, то есть она у вас должна быть небольшая, но очень техничная и отработанная. Поехали. Еще разочек с правой. Подтянулись. Красивые. То есть треугольничка. Теперь обращаю внимание, кстати, девочки, положение рук. Вот сейчас вы стоите, в котором мы танцуем. В полупальчиках, пяточки вместе. Вот ваша кисточка должна быть ниже, чем ваше плечо. Не выше, ниже. И еще положение руки чуть-чуть вперед. Я бы сказала, вот на уровне груди получается. Пам. Вот оно. И получается раз, и два, и три, и четыре. Тарак, так, так. И раз, и два, и три, и четыре. Тарак, так, так. Так, хорошо. Давайте я попробую сейчас прямо. Альфред, здравствуй. Сделаем прям связку. Ну вот у нас уже парни, в принципе, я смотрю, появляются. Так, веретено. Угу. Значит, попробуем сейчас связочку с вами сделать. Не вздыхайте, а вместе с Казань Экспресс дома отдыхайте. Миллионы товаров с бесплатной и бесконтактной доставкой до Твери. Казань Экспресс доставит все, что нужно, от продуктов и товаров для спорта до детских игр всего за сутки. Сейчас приложение. ООО «Мартекплейс Технологии». Город Иннополис. 118-169-005-57-44. Слышите, да? Музыку другую включила. Раз, два, три, четыре. Раз. И раз, два, три, четыре. Раз, два. Попробуем другую связочку. Все, подтянуты. Будем чередовать с вами ручки. Вот это положение. И вот это положение. Одна ручка пойдет вверх, вторая перед собой. И меняются. Одна вверх, вторая перед собой. Еще разочек объясню, встану поближе. Положение ручек у нас будет то, что мы с вами выучили. Раз, два. И то, что еще не учили. Одна ручка, в данном случае вот у меня получается правая снизу. Видите, пошла. Снизу пошла вверх. Хоп, осталась наверху. И я меняю положение. Смотрите, одна уходит в сторону, вторая поднимается вверх. И шаг, который с кудепье. Готовы. И раз, два, три, четыре. Раз, два, раз, два. Еще разочек. Разберемся шагом. Раз, раз. Еще разочек. Натянутая ножка. И делаем переступание. Вот этот темп удобнее будет делать, это движение. Только ножки. Раз, два, раз, два. Хорошо, накладываем наши ручки. Подтянулись. Поехали. Раз, два, вверх, вверх. И еще. Раз, два. Раз, следим за своей ручкой. Два. Последний раз делаем связочку. То есть кто-то может выбрать как раз. Так, хорошо. Угу. Так, готовы. Еще разочек. И раз, два, три, четыре. Смотрим. Раз, два, три, четыре. Месяц сидеть дома. Хорошо. Гречка закончилась. Да что ж у нас сегодня столько-то рекламы? Так, каждый себе сразу на ум мотайте, какую связочку лучше. Так, возьмем с наклоном назад. Сейчас, так, проходка вперед
Проходку вперед. Еще одно движение тоже разберем. Тарарам, тарарам. Ну, давайте, да, еще одно и попробуем под башкирскую плясовую. Значит, смотрите, мы возьмем высокое положение рук. 2, 3. Обратно. То есть на руки с этого положения, то теперь мы будем с верхней позиции делать. То есть вот так фиксовать тоже можно. Готовы? Подтянулись. Правая ножка. И 1, 2, 3, 4 вперед. 5, 6, 7, 8. Хорошо. Так, там еще была у меня сложная одна. Все, давайте попробуем. Так, у нас появились плясовую. Все мы с вами Мир на боках и в квартире кавардак. Не вздыхайте, а вместе с Казань Экспресс дома отдыхайте. Миллионы товаров с бесплатной и бесконтактной доставкой до башкирскую Твери. плясовую Казань музыку, Экспресс. та, которая у Всё, всех, что в принципе, нужно, на от продуктов слуху. и товаров для спорта до детских игр всего за сутки. Когда мы с вами Скачивайте приложение. на каких-то мероприятиях, на той же 05 самой 57 44. чайхане, юбилеях, свадьбах, то есть нам обязательно диджеи, в принципе, включают башкирскую плясовую. То есть вот эти элементы, которые мы с вами выучили, можно использовать. Башкирская дробь. Левой ножки. Проходка. Здесь, следующий. И 5. Тройной шаг. Обратите внимание, сейчас когда будет тройной шаг, всем достаточно